Стоимость товара, цена определяется рынком, она не зависит от заработных плат или доходов. Если люди недовольны этими ценами, они всегда могут воспользоваться общественным транспортом. Разве это проблема? Но газировка это не жизненно важный товар, а газ все-таки важнее, не кажется? Қазақстан Республикасының үкіметі туралы конституциялық заңға сәйкес үкіметтің жаңа мүшесінің ант беруін сұраймын. Қазақстан Республикасының халқы мен президенті алдында өз отаным пен әділеттілік азаматтық қызмет етуге, өз елімнің мемлекеттілігі мен дүниежүзілік қоғамдастықтағы беделін нығайта беруге салтанатты түрде ант беремін, ант етемін. То есть вот 70% это классы с казахским обучением, 30% это вот классы с русским обучением. Ну, я не знаю, может быть, как раньше нужно Российской Федерации какие-то свои школы создавать, но это, наверное, тоже какое-то противодействие и внутри страны вызовет. А страны вот южнее Казахстана, да, они, молодежь почти не говорит на русском языке. Это в том числе проблемы для России в плане миграции, то есть, да, наверное, там снижается качество в целом, да, мигрантов. Мы эту ситуацию видим. Я могу на личном примере сказать, я летал в Китай в прошлом году, рейс Алмата-Урумчи. То есть этот рейс, он как бы собирает всех, кто вот в Китае собирается, да, и летит туда. Вот на границе, на китайской, люди, молодежь, которые туда приезжают, они действительно на русском языке не говорят. Вот там стояли перед нами граждане соседних стран, они не по-русски говорят, не по-китайски не говорят, и просто вот стоят на границе и через переводчик, вот через онлайн-переводчик общаются. Вот до такой степени. Можете представить такое? А при этом пограничники говорят на русском, то есть китайские пограничники, они спокойно на русском разговаривают, там цель визита, куда лететь и так далее. То есть вот эта сфера, я думаю, она в плане такая идеологическая, она, наверное, да, здесь есть работа над Казахстаном, есть понимание, что из Казахстана, возможно, пытаются сделать очередную антироссию, как это было на Украине. Вот, конечно, что-то нужно предпринимать. Обучение – это менее 30%, то есть вот 70% это классы с казахским обучением, 30% это вот классы с русским обучением. Ну, я не знаю, может быть, как раньше нужно Российской Федерации какие-то свои школы создавать, но это, наверное, тоже какое-то противодействие и внутри страны вызовет. А страны вот южнее Казахстана, да, они, молодежь почти не говорит на русском языке. Это в том числе проблемы для России в плане миграции, то есть, да, наверное, там снижается качество в целом, да, мигрантов. Мы эту ситуацию видим. Я могу на личном примере сказать, я летал в Китай в прошлом году, рейс Алмата-Урумчи. То есть этот рейс, он как бы собирает всех, кто вот в Китае собирается, да, и летит туда. Вот на границе, на китайской, люди, молодежь, которые туда приезжают, они действительно на русском языке не говорят. Вот там стояли перед нами граждане соседних стран, они не по-русски говорят, не по-китайски не говорят, и просто вот стоят на границе и через переводчик, вот через онлайн-переводчик общаются. Вот до такой степени. Можете представить такое? А при этом пограничники говорят на русском, то есть китайские пограничники, они спокойно на русском разговаривают, там цель визита, куда лететь и так далее. То есть вот эта сфера, я думаю, она в плане такая идеологическая, она, наверное, да, здесь есть работа над Казахстаном, есть понимание, что из Казахстана, возможно, пытаются сделать очередную антироссию, как это было на Украине. Вот, конечно, что-то нужно предпринимать. Обучение – это менее 30%, то есть вот 70% это классы с казахским обучением, 30% это вот классы с русским обучением. Ну, я не знаю, может быть, как раньше нужно Российской Федерации какие-то свои школы создавать, но это, наверное, тоже какое-то противодействие и внутри страны вызовет. А страны вот южнее Казахстана, да, они, молодежь почти не говорит на русском языке. Это в том числе проблемы для России в плане миграции, то есть, да, наверное, там снижается качество в целом, да, мигрантов. Мы эту ситуацию видим. Я могу на личном примере сказать, я летал в Китай в прошлом году, рейс Алмата-Урумчи. То есть этот рейс, он как бы собирает всех, кто вот в Китае собирается, да, и летит туда. Вот на границе, на китайской, люди, молодежь, которые туда приезжают, они действительно на русском языке не говорят.
Вот там стояли перед нами граждане соседних стран, они не по-русски говорят, не по-китайски не говорят, и просто вот стоят на границе и через переводчик, вот через онлайн-переводчик общаются. Вот до такой степени. Можете представить такое? То есть вот 70% это классы с казахским обучением, 30% это вот классы с русским обучением. Ну, я не знаю, может быть, как раньше нужно Российской Федерации какие-то свои школы создавать, но это, наверное, тоже какое-то противодействие и внутри страны вызовет. А страны вот южнее Казахстана, да, они, молодежь почти не говорит на русском языке. Это в том числе проблемы для России в плане миграции, то есть, да, наверное, там снижается качество в целом, да, мигрантов. Мы эту ситуацию видим. Я могу на личном примере сказать, я летал в Китай в прошлом году, рейс Алмата-Урумчи. То есть этот рейс, он как бы собирает всех, кто вот в Китае собирается, да, и летит туда. Вот на границе, на китайской, люди, молодежь, которые туда приезжают, они действительно на русском языке не говорят. Вот там стояли перед нами граждане соседних стран, они не по-русски говорят, не по-китайски не говорят, и просто вот стоят на границе и через переводчик, вот через онлайн-переводчик общаются. Вот до такой степени. Можете представить такое? А при этом пограничники говорят на русском, то есть китайские пограничники, они спокойно на русском разговаривают, там цель визита, куда летите и так далее. То есть вот эта сфера, я думаю, она в плане такая идеологическая, она, наверное, да, здесь есть работа над Казахстаном, есть понимание, что из Казахстана, возможно, пытаются сделать очередную антироссию, как это было на Украине. Вот, конечно, что-то нужно предпринимать. Обучение – это менее 30%, то есть вот 70% это классы с казахским обучением, 30% это вот классы с русским обучением. Ну, я не знаю, может быть, как раньше нужно Российской Федерации какие-то свои школы создавать, но это, наверное, тоже какое-то противодействие и внутри страны вызовет. А страны вот южнее Казахстана, да, они, молодежь почти не говорит на русском языке. Это в том числе проблемы для России в плане миграции, то есть, да, наверное, там снижается качество в целом, да, мигрантов. Мы эту ситуацию видим. Я могу на личном примере сказать, я летал в Китай в прошлом году, рейс Алмата-Урумчи. То есть этот рейс, он как бы собирает всех, кто вот в Китае собирается, да, и летит туда. Вот на границе, на китайской, люди, молодежь, которые туда приезжают, они действительно на русском языке не говорят. Вот там стояли перед нами граждане соседних стран, они не по-русски говорят, не по-китайски не говорят, и просто вот стоят на границе и через переводчик, вот через онлайн-переводчик общаются. Вот до такой степени. Можете представить такое? А при этом пограничники говорят на русском, то есть китайские пограничники, они спокойно на русском разговаривают, там цель визита, куда летите и так далее. То есть вот эта сфера, я думаю, она в плане такая идеологическая, она, наверное, да, здесь есть работа над Казахстаном, есть понимание, что из Казахстана, возможно, пытаются сделать очередную антироссию, как это было на Украине. Вот, конечно, что-то нужно предпринимать.